Have mercy on me, a sinner. Некоторые трудоспособные граждане хотят получать адресную социальную помощь, но при этом не работать, заявил глава Минтруда Бердибек Сапарбаев. Министр труда и социальной защиты Казахстана Бердибек Сапарбаев прибыл с рабочим визитом в Шымкент. Он провел совещание по вопросам адресной социальной помощи, АСП, создания рабочих мест, обеспечения занятости населения и другим вопросам социально-трудовой сферы. Сапарбаев акцентировал внимание на том, что основная цель получения АСП – помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе и трудоустройством. По данным главы Минтруда, в Казахстане адресную социальную помощь получают 291 тысяча семей или 1 миллион 450 тысяч человек. Им выплачено 87 миллиардов тенге. Отмечается, что 38% получателей АСП – это жители Шымкента и Туркестанской области. Как сообщил Сапарбаев, по стране из 85 тысяч трудоспособных получателей АСП социальные контракты заключили лишь 32,5 тысячи человек. В Туркестане соцконтракты подписали 29% населения, в Шымкенте – 9%. Министр труда и соцзащиты полагает, что некоторые трудоспособные граждане хотят получать АСП, но не планируют работать. С данной категорией граждан необходимо в обязательном порядке заключать социальные контракты, согласно которым они могут найти работу, обучиться новым профессиям, основам ведения бизнеса, получать гранты и льготные микрокредиты, заявил Сапарбаев. По его словам, нельзя создавать условия для иждивенчества. Сапарбаев также поручил не допускать нарушения при назначении и выплате АСП. По информации министра, специалисты ведомств выезжали в регионы с проверкой и выявили ряд нарушений, к которым относятся переплаты, двойные выплаты, выплаты без регистрации в информационную систему ЕХАЛЫК. Бывают случаи, когда АСП выплачивается людям, которые имеют в собственности трехэтажные коттеджи и автомобили. Это незаконное использование бюджетных средств, за которое предусмотрена ответственность. Акиматам нужно усилить контроль на местах, подчеркнул Сапарбаев. Министерство труда и соцзащиты Казахстана наряду с акиматами и правоохранительными органами проводит работу по устранению выявленных нарушений и возвращению незаконно выплаченных средств в госбюджет. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.